Подведомственный санаторий-профилакторий под названием «Кедр» компании «Алроса» оборудована десятком новых лечебных аппаратов. Теперь в «Кедре» можно лазером очистить кровь, восстановить иммунитет с помощью магнитотерапии, а также вывести токсины из организма в инфракрасной сауне. Из Ленска сюжет нашей коллеги из Алмазного края Натальи Беспаловой. То, что санаторий-профилакторий «Кедр» пополняется новыми аппаратами, пациенты могут заметить уже в кабинете лечащего врача. Елена Гриднева показывает недавно поступившие весы или по-другому анализатор жировой массы. Этот чудо-прибор может установить, сколько у человека мышечной массы, сколько жировой и сколько воды. Это, в общем-то, новый японский аппарат. Это как бы у нас, по-моему, в Ленске, да и в Мирном, по-моему, только у нас у одних. И поэтому с удовольствием ходят, проверяют. «Кедр» взял курс на внедрение новых методик лечения, которые уменьшают необходимость приема лекарств. Вот этот маленький аппарат Matrix Vlog будет делать большую работу. Лазером полностью очищать кровь в организме. Показания широкие. Это заболевание сердечно-сосудистой системы. Прежде всего, как я сказала, это и гипертоническую болезнь включает. И повышает иммунитет, очень хорошо действует, воздействует на Т-лимфоциты. Более широко применяются физиотерапевтические методы воздействия. И в частности, вот магнитотерапия, которая, при применении которой дозировка лекарственных препаратов несколько может быть уменьшена. В прошлом году курс лечения в санатории-профилактории «Кедр» прошли 1648 человек. Для тех, кто работает в «Алроса», стоимость путевки вполне приемлемая. И каждый сотрудник раз в год имеет на нее право. Отслеживают здесь и эффект оздоровления. Он составляет 60-70%, не меньше. Теперь в профилактории появились и платные услуги – инфракрасная сауна и кедровая бочка. Заявки на оздоровление в «Кедре» стали поступать и от других крупных компаний, работающих на территории Ленского района. Любовь Бакова говорит, что места всем хватит, но сотрудники «Алроса» точно без путевки не останутся. Было бы желание.